В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Краленкова. Здравствуйте. Деятельность органов ЗАГС тесно связана с судьбой каждого из нас. Помимо основных задач, в управлении идет автоматизация рядовых процессов, широко внедряется цифровизация. О работе управления ЗАГС Республики мы сегодня поговорим. Наши гости в студии – Туяра Такасаева, первый заместитель управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия. Туяра Револьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вначале об основных итогах работы управления ЗАГС за 9 месяцев этого года. 9 месяцев предопределяют завершение года, в принципе, и мы смотрим, как мы, в общем, идем к завершению года. Ежегодно Министерство юстиции Российской Федерации своим приказом утверждает целевые значения и, соответственно, доводит до всех органов ЗАГС по Российской Федерации. И по итогам 9 месяцев мы видим, что в принципе по регистрации актов гражданского состояния у нас выполнение 74,5%, это неплохой показатель, да, и по юридически значимым действиям мы, значит, вышли на показатель 83,2%. Идет некоторое превышение показателей прошлого года. Хочу отметить, что регистрацию актов гражданского состояния у нас выполняют отделы ЗАГС в улусах районах, это 35 отделов, 34 в улусах районах и в городе Якутске. И, соответственно, отдельные полномочия по регистрации актов гражданского состояния выполняют 299 органов местного самоуправления. Вот у нас на сегодня вот такие успехи, будем так говорить, и надеемся, что по итогам года мы все поставленные цели и задачи выполним. Соответственно, там идет привязка к финансированию и так далее, поэтому заинтересованность очень большая. А какова доля электронных заявлений вообще на услуги ЗАГС через портал, госуслуг, например? Да, вот мы сейчас настаиваем на том, чтобы граждане обращались по услугам ЗАГС электронно, через портал госуслуг, да, и преимущественно мы работаем через электронные услуги. Есть по рождению ребенка суперсервис, рождение ребенка называется, да. 4 года назад мы первые в Российской Федерации запустили такую регистрацию, да, и на сегодня мы, в принципе, держимся в передовиках, занимаем 2-е место по дальневосточному региону. И показатели у нас на сегодня мы вышли на 45,2%, хотим достичь 50%. По суперсервису рождения ребенка мы, в общем-то, тоже очень хорошо идем. Мы считаем, что на сегодня мы как бы вместе с коллегами с Министерства здравоохранения мы пока, значит, хорошие показатели имеем. А какие можно заявления подать, на какие услуги? В принципе, практически на все, кроме, значит, усыновления, удочерения, такие есть у нас, которые только в органах ЗАГС. То есть рождение ребенка, это все как бы через суперсервис, смерть, соответственно, да, есть. Потом, значит, заключение брака, само собой, да, расторжение брака, и установление отцовства. Это все в отдельном разделе, разделе, в принципе, да. Есть еще у нас, как бы мы передали полномочия МФЦ. Доля, конечно, незначительная, но все-таки мы считаем, что преимущественно надо через портал госуслуг заявляться, да, через МФЦ, и, соответственно, потом только в отделы ЗАГС. На практике, наверное, еще и проще, да, если подать через госуслуги. Конечно, это очень быстро, в принципе, да, потом приходят, по суперсервису о рождении ребенка, допустим, сразу мамочки подают заявление и приходят только получать свидетельство о рождении. Это очень удобно и быстро.
Туера Револевна, расскажите вот о работе цифрового помощника управления ЗАГС Якутии Саины, да, вот с искусственным интеллектом. Да, Вот насчет нее. есть такой проект. Данный проект представлен на уровне Министерства юстиции Российской Федерации. Наше руководство в сентябре выезжало на всероссийский семинар работников, руководителей органов ЗАГС и, значит, презентовала данный чат-бот. Да. В принципе, он очень хорошо себя показал, работает в тестовом режиме. Можно задавать любые вопросы, да, понимание достаточно хорошее, и ответы мы считаем, что 95% положительных ответов. Ну, он наполняется каждый день, ну, как вопросы поступают, совершенствуются, и, в принципе, легко, значит, пользоваться. Мы сейчас этот чат-бот переводим в Макс, как и все, интернет-ресурсы, да, и думаю, что население должно быть заинтересовано, да, именно данной услугой. И чем, вот, допустим, и наши работники не отвлекаются на телефонные звонки и так далее, потому что ответы достаточно емкие, короткие, понятные. Ну, и всех призываю, значит, обращаться в наш чат-бот. Ну, а по каким вот вопросам чаще всего задают вот? Там, на самом деле вопросы всегда как бы однотипные поступают, да? Ага, сколько стоит, госпошлина, сколько, допустим, да? Какие сроки ожидания, допустим, да, при подаче там заявления на брак и тогда, такие вопросы, и, в принципе, там ответы моментально поступают. То есть Очень сразу в удобно. этом чате можно Да, общаться с да, ним? да, да. А вот какие в целом изменения вообще в работе ЗАГСа произошли за последнее время? Ну, изменений на самом деле очень много. Я вот, допустим, отработала несколько лет в более стесненных обстоятельствах, и с этого года по всем органам ЗАГС Российской Федерации финансирование удвоили, что очень приятно. Раньше, допустим, денег, выделенных федеральным бюджетом, хватало, будем так говорить, на заработную плату, на материальные затраты почти не оставалось, да, и нам в помощь приходил субъект, республика, да, то сейчас, значит, нашего финансирования достаточно, и мы позволяем себе даже делать ремонт, да, наших кабинетных площадей, да. Допустим, вот сейчас у нас завершился ремонт кабинетной площади специализированного отдела архив ЗАГС по адресу, значит, Амосова, 8. Идет ремонт параллельно кабинетных площадей по Кирова 5, это дворец бракосочетаний. Ну и, соответственно, мы в следующем году планируем продолжить эти мероприятия, уже там коридорные площади, архивные площади, и, конечно, мы очень большое внимание уделяем нашему дворцу, да, бракосочетаний, потому что все-таки мы считаем, что это визитная карточка органов ЗАГС, да, именно расположена в столице республики огромной. В принципе, изменений очень много, но следующего года по переданным полномочиям, я вот сказала, 299 органов местного самоуправления у нас исполняют переданные отдельные полномочия, да, допустим, там рождение, смерть регистрирует, заключение брака, расторжение и установление отцовства по 5 видам. И 6 органов местного самоуправления, это 2 наслега в Абыйском улусе, наслег в Усе-Яне, в Жиганский 2 наслега и еще 1 наслег Сектярский в Булунском улусе. Они прекращают выполнять эти полномочия. То есть эти полномочия полностью будут выполнять отдел в районном центре, отдел управления ЗАГС, который находится в районном центре. Изменений много, конечно, если перечислять, то вот самые основные я вам назвала. Вот про работу, получается, реконструкцию, да, в дворца мы поговорили. А что насчет
мероприятий, которые вот проводятся? Да, вот, да, традиционно управление ЗАГС, кроме выполнения федеральных полномочий, да, проводит мероприятия, да, по чествованию юбиляров семейной жизни, да, начиная с 50 лет проживания, да, мы им вручаем знаки «Семейная доблесть». Это ранее он был учрежден управлением ЗАГС в 2007 году, и с прошлого года статус его мы повысили, утвержден уже указом главы. И от имени, значит, республики семейным парам, юбилярам в торжественной обстановке вот эти знаки вручаются. И, значит, кто получил этот знак, уже попадает в книгу «Золотые семьи Якутии», которая издается у нас в 2 года 1 раз. Конечно, сейчас версия этой книги не такая объемная. Допустим, раньше семьи занимали 1 лист, допустим, да, то в связи с тем, что вот таких награждаемых стало в разы больше, то, значит, несколько в таком упрощенном, как сказать, сжатом виде они уже попадают. Но главное, что все попадают в эту книгу. Вот это важный момент. Охват, большой. Допустим, вот нынче мы выпустили 9-ю книгу, да, 9-й выпуск книги, и туда попали порядка 400 семей. А ранее мы, ограничивались количеством там 100 семей, да, допустим, и немножко больше 105 там и так далее. Это вот за какой период? ЗАГС? Это вот получается попадают в 2 года 1 раз. Вот они все получают знаки, и, соответственно, все уже туда. Список. Да, прямо это летопись, да. И завершающий, наверное, вопрос, Туэра Револевна, расскажите, какие льготы для участников СВО предусмотрены? На самом деле, вот с начала специальной военной операции работники ЗАГСа в усиленном режиме работали, да, сейчас более-менее в этом плане, конечно, чуть меньше стало, да. Мы, значит, регистрируем браки в ускоренном режиме. Ранее, допустим, законом вообще предусматривается месячный срок ожидания, да, после подачи заявления. То если сейчас пара, если уже призывают на военную службу, то день в день мы можем зарегистрировать брак. Соответственно, такую же, значит, услугу, льготу, да, мы предоставляем по установлению отцовства. То есть есть ребенок совместный, да, и, соответственно, мы уже день в день тоже можем им установление отцовства сделать. Есть еще услуга по перемене ими, но она менее востребованная, чем, допустим, регистрация брака и, значит, установление отцовства. Еще хотела отметить, что нововведением этого года, да, явилось то, что дополнительные площадки для регистрации заключения брака, да, нынче площадь республики ввелась, обновленная, да, и там у нас пары заявили желание, да, зарегистрировать публично свой брак. 11 пар, только на площади республики. Есть еще площадка, значит, Ленские столбы, парк, да, и там, значит, зарегистрировали свой брак 4 пары. И, соответственно, 1 пара выбрала локацию в парке культуры. Конечно, я думаю, что, возможно, количество увеличится, да, и, соответственно, у нас перечень был расширен. Перечень в следующем году уже, с наступлением летних дней, да, потепления, соответственно, утвердили 17 площадок, это получается в 9 улусах по 1, и в 3 по 2-3. Спасибо, Туэра Револевна, что сегодня пришли. Главное, интерес растет. Да. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.